Движемся дальше. Этот жанр ораторского искусства берет начало в античной Греции аж с 400-х годов до нашей эры. Уже тогда в колизеях выступали острые на язык граждане. И сейчас такие есть, только выступают они в клубах и на телевидении. Стендап-комики. Это движение за последние десятилетия набрало обороты и у нас в стране. Есть представители и в нашей республике. Давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в студии Вадим Дутов, основатель и организатор стендап-коми, и Александр Рубцов, ведущий и стендап-комик. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Первый вопрос логичный. Когда начали заниматься стендапом? Я знаю, что Вадим КВНщик, Александр, по-моему, нет, да? Нет. Вот Вадим... Ну, я, собственно, после КВН сразу и ушел в стендап. Это в 2014 году. Тогда еще никто особо и не знал вообще, что такое стендап. Вот. И мы так с перерывами его делали. И вот буквально там года 2 последних назад уже начали активно им заниматься. Александр, а твоя история прихода? Меня с работы ребята подначили. Иди попробуй, попробуй. Я решил, почему бы нет. Где-то года 2 назад примерно пришел, и года 1,5 занимаюсь уже более серьезно. Насколько сейчас вот популярен этот жанр? Сейчас он в последнее время набрал, как вы правильно выразились, очень хорошие обороты, особенно в России. У нас в республике он развивается чуть помедленней. Несколько, может, там, 2-3 человека, которые хотят этим заниматься в разных городах, но не получается. Вот мы собрались побольше, и у нас стало вроде более-менее получаться. Ну, то есть пока что эпицентр – это Сыктывкар у нас получается? Да. Здесь просто мы все активные тут собраны. Более, да. А вообще, в принципе, много ли людей хочет себя попробовать на сцене? Вот вы про открытый микрофон говорили. Как часто люди хотят пошутить на публику? Хотят часто, но не у всех получается. То есть они первый раз выступают и понимают, что это не их, что там надо пытаться, надо писать, и все, и уходят. То есть остаются, не знаю, 1/10, наверное, остается в стендапе. У нас даже один комик такой пришел, да, все, у меня столько историй, я сейчас вам все расскажу, у меня со сцены, главное, стащите. Перед выступлением начали трястись руки, все, просил попить воды, и в итоге он сбежал с выступления. Мы искали его, он убежал, не нашли его. Александр, ты свое первое выступление помнишь? Да. Было тоже очень... Тряслись руки, 2 дня учил текст, который сам же написал. В итоге чуть-чуть где-то забывал, нервничал, переживал, но это дало свои плоды. Все равно любой результат, я сделал выводы, и в следующий раз уже подготовился лучше. А вот как вы считаете, какими качествами должен обладать стендап-комик? Чувство юмора обязательно, то есть наблюдательность, искать в проблемах что-то хорошее, то есть переворачивать ситуацию уметь. Вот. Какими еще? Находчивость должна быть, то есть импровизировать. Импровизация должна быть хорошая. И со временем тоже вот у меня появилось такое чувство, то есть в обычных вещах, которые какие-то обыденные, я замечаю какие-то интересные моменты. Например, вот плохой день, обычный человек идет в плохой день там, с работы, какой плохой день, там, да, там все такое загруженный. У меня, например, если плохой день, я иду, какой же плохой день, сколько материала, главное записать. Вы помогаете друг другу писать? Да, то есть как каждый пишет дома, потом мы собираемся и начинаем добивать друг другу шутки, потому что тут уже много голов, то есть все друг с другом спорят, и тогда рождается более лучший материал. Следите за какими-то тенденциями вот в стендапе, в российском, может быть, зарубежном? Да, мы смотрим, как зарубежных комиков смотрим. Также вот у нас ездил Роман Некрасов на стендап-фестиваль в Москву. Это было в том году? В этом? Это было в марте. В марте, это в этом году было. В мае ездил я на стендап-фестиваль в Питере. Очень много опыта. Первый блин, конечно, как говорится, комом, там никуда не прошли. Но зато приехали с огромным багажом знаний и новыми идеями. Познакомились там тоже с ребятами, которые занимаются стендапом. Позвали к себе, приезжайте, говорит, будем вместе заниматься, или мы к вам приедем, зовите в гости. Что очень продуктивно. А вот как вы считаете, сейчас все шутки друг на друга похожи? Хорошо это или плохо? Ну, на самом деле можно все равно даже уже в теме, например, какой-нибудь избитой между отношениями мужчины и женщины, все равно найти что-то новенькое, какую-то изюминку. Чаще всего это из жизни берется, какие-то моменты такие интересные. Не у всех же отношения одинаковые. Ну, на самом деле, действительно, в стендапе, мне кажется, вот, если посмотреть на какие-то жизненные вещи под другим углом, и, может быть, даже если не стать стендапером, то, по крайней мере, относиться к жизни по-другому, с чувством юмора. Когда ближайшее у вас выступление, друзья? 21 сентября и 28.
Вот один будет в Сыктывкаре, другой будет в Эжве. Ну, наверное, Да, ВКонтакте. в соцсетях мы есть во всех соцсетях, то есть там вся информация выкладывается, можно следить. Если кто-то захочет присоединиться, ну вот Алена, например, может прийти попробовать себя? Можно заранее обратиться, например, ко мне, то есть в группе мои контакты есть в соцсетях, можно сказать, вот, Вадим, я хочу попробовать, либо прийти прямо на мероприятие и перед началом сказать, вот, я хочу. Я обязательно приду. Будем ждать. Ну что ж, друзья, ярких выступлений, хороших, смеющихся зрителей, да, шуток классных. Спасибо вам большое, желаем удачи. Спасибо.